Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы, как обычно, выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня наша программа посвящена ведущему нашему художнику, живописцу, заслуженному художнику Российской Федерации, народному художнику Якутии, в недавнем прошлом возглавлявшему Союз художников Якутии, а сейчас он директор арт-галереи «Юргель», это Юрий Васильевич Спиридонов. У Юрия Васильевича 28 мая ему исполнилось 70 лет. И сегодня Юрий Васильевич – гость нашей программы. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, можете позвонить к нам на прямой эфир и поздравить Юрия Васильевича, задать интересующие вас вопросы гостю нашей студии. Юрий Васильевич, вот с каким настроением вы встречаете ваш юбилей? Я знаю, что у вас сейчас идет в арт-галерее «Юргель», проходит ваша юбилейная выставка. Персональная выставка, да. Ну, в хорошем настроении. Я, во-первых, сейчас я сделал какие-то выводы для себя после выставки. Посмотрел со стороны все свои работы. В основном все мои работы, конечно, многие тут не выставлены. Где-то около 100, больше 100, где-то 60 работ выставлено на этой выставке. Но есть там принты, которые из нашего музея, который сейчас находится в нашем Национальном художественном музее, в постоянной экспозиции, например, «Хозяин Момских гор», мой автопортрет там в Гренландии висит, должно быть, я не знаю, висит, наверное. И раньше это постоянная экспозиция, эти работы были. Но и еще новые работы. Я сейчас выставил много новых работ, которые я написал в прошлом году, позапрошлом году. Это пандемийное время, я тоже сделал много работ. Как раз в то время такое было, что человек может сидеть дома и ничего не делать, ну, не ходить на работу, онлайн работать, да, и в это время я писал картины. Вот. Ну, что сказать, очень много моих друзей, поклонников пришли на открытие, я очень рад, хочу поблагодарить их через радио и телевидение. Вот. И они, значит, меня поддержали именно вот этот день и посмотрели мои новые работы. И, ну, интересно было вообще вот, выставка. Не всегда такие круглые юбилеи. Ну, это как бы итоговая выставка или ваши последние работы там были? Да, ну, это... Я не хотел бы итог делать с этой выставкой, да, вы так сказали. Но многие художники до преклонного возраста работают, например... Великий Рембрандт где-то до 90 лет, и шедевры создавал 80 лет, да? И так что я думаю, что у меня еще впереди. Да, ну вы сказали, да, что как-то сказали, что 70 лет – это только начало. Нет, это нельзя так тоже говорить, что начало. Уже пройдено много времени, и основных работ я, наверное, сделал. И, конечно, в будущем хотелось бы еще такие же вещи делать, чтобы они заинтересовали зрителей и ценителей искусства. Вот. Но, как вам сказать, время летит очень быстро. И буквально вот недавно я 65 лет отмечал вроде бы, и 5 лет очень быстро пролетело. И, конечно, за это время я все-таки не остановился. Много этюдов писал. Вот. Последние годы я вот занимаюсь преподавательской деятельностью, кроме директорства галереи. Да? Есть у меня любители, люди, которые разной профессии, которые свободное время посвятили живописи. Вот. С ним очень интересно работать. Мы ездим на этюды, на пленеры, и тоже очень много я получаю от их тоже взгляда, потому что люди разных профессий. Тут и юристы, тут и врачи, и журналисты даже есть ваши коллеги. Вот. И вот такое дело. Ну, преподавал я еще АГИК, 2-3 года, наверное. Правда, как не основной работник, как часовик. Поэтому долго не смог дальше работать, потому что времени очень много занимается. Студентами надо заниматься очень серьезно. Тем не менее, мне очень понравилась эта работа. Студенты до сих пор меня вот тоже вспоминают, все-таки, что какой-то след оставил, когда делали мы копии шедевров мирового искусства. Правда, их не с натуры, а с фотографий, там,
с принтом мы делали такие. Ну, я при этом сопровождал, рассказывал, как все это делается, да, и где эти картины находятся. Вот. Юрий Васильевич, вот вы родились на севере, и ваша Арктика – это вот ваша основная тема, да? И даже название выставки «Арктика. Мой путь» называется, да? Вот вы родились в маленькой деревушке, да, в семье оленеводов. Вот как так 70 лет вот прошло? Вот 70 лет назад какая была вот тогда, север какой был? Ну, север был, во-первых, первозданный практически, те времена. Это послевоенное время, да, 50-е годы. И осваивали только. Вот тогда вот где я родился, это поселок сейчас нет на карте. Это поселок как раз тех людей, которые добывали там нефть, соль. Это побережье моря Лаптевых. Это сейчас территория Красноярского края. Да, это бухта Кожевникова. А потом я не смог попасть туда, там почти дороги нету, это, ну, там нет объекта, да, ближайшее там, возможно, есть поселок Хатанга, вот, в Красноярском крае. А раньше эта территория входила в якутскую территорию, ну, как Якутский АССР был. Поэтому, а так записали меня, что как будто родился я, ну, записали им в деревне, где, вот, где совет был, да, это поселок Юринкая, ну, где и мои родители жили, базировались, как говорит Аня, кочевали по тундре, но они временами год, два, три раза все равно в деревне бывали, да, вот. Так что вот такой, в детстве, конечно, я всю вот работу оленеводов освоил, 10 класс закончил вот на Сосклавской средней школе, но каникулы всегда ехал в тундру своим родителям помогать. Так что я знаю быт и условия, и как работают оленеводы. Вот. Ну, вы же родились вот среди Долган, да? Да, вот, Долган, да. Вот это что это за народ? Расскажите нашим. Ну, кстати, на открытии я новую картину написал, и называется «Хозяйка тундры». Это молодая девушка в долганской одежде. Вот Юринкая поселок, где вот живут мои родственники, почти все стали долганами. Это где-то после 80-х годов была запись. Раньше многие были записаны как якуты, да? Вот. Отец мой и мама моя, к сожалению, они так и не стали долганами, они раньше умерли. Поэтому в паспорте они остались якутами. И я в паспорте, когда поступал, я тоже как народ Цаха, как якут, поступал на общих основаниях Ленинградский институт имени Герцена, на общих основаниях экзамен сдавал со всеми ребятами, которые приезжали из нашего Большого Союза. Это были там и грузины, там были и армяне, там были и вот, москвичи, и питерцы. И совместно я и с ними вместе сдавал, потому что не было льготы, как северного человека. А потом вот Институт народов Севера, оказывается, вот наши северяне, все те, которые вот записаны были, эвены, эвенки, юкагиры, они пользовались этой льготой. Вот. Как малочисленные. Да, как малочисленные народы. Но я все равно корнями считаю себя долганом, потому что позже уже, если они живы были, мои родители, наверное, их долганами записали бы. Но вообще я считаю, что долганы – это вообще северные якуты, потому что язык тюркский, и нету народа больше на севере, который говорит по-якутски. Это практически якутский язык, долганский язык. Но как диалект, да. Культура очень своеобразная, потому что туда входит влияние у русских старожилов, есть влияние эвенов, юкагиров даже, но якутское больше, конечно, потому что и одежда, покрой одежды якутская похожа, да. Язык тоже якутский. Язык чисто якутский, это там диалект. Это раньше вот два ученых наших якутских спорили, это народ отдельный или же это все-таки якуты, северные. Но сейчас ассоциация создана, я член этой ассоциации, координационного совета. И я всегда своих сородичей очень с большим вниманием отношусь, и вообще вот искусство стараюсь, чтобы как-то поддержать. Вот. И выставки часто делают народного искусства. Знаю очень хорошо народную мастерицу. Моя мама была очень искусная мастерица. Она шила вот одежду всем близким, да, и по нынешним временам она бы сейчас стала народной мастерицей. И потом она еще очень хорошо пела народные песни на якутском языке, но очень похожем, конечно, не чисто на якутском, но очень интересные записи тут у вашей НВК Саха, они фон радио, долганская песня, долганская песня ее.
Степан Дадоскинов записывал, был такой радио. Был журналист. Да, журналист, очень такой интересный человек. Мы с ним дружили, я иллюстрировал его книги даже. Вот он, когда моя мама переезжала в Якутск, 1 год жила, ну, перед смертью почти за год. Просто посмотреть, как живут вот, в городе люди, да. Ну, ей, конечно, тяжело было, потому что не тот воздух совершенно. Она же всю свою жизнь жила в тундре. Да, на свежем воздухе. На свежем воздухе. И она говорила, что вы, оказывается, здоровье ваше из-за этого воздуха вашего, потому что, когда выходишь на улицу, бензином пахнет. Вот такой запах. И вода с хлоркой. И вода, конечно, нечистая. Вот она очень хорошо пела и шила. Вот сейчас есть у меня ее некоторые вещи, которые для детей оставила. Вот. Ну вот ваш портрет девушка-долганка, да, она в национальном долганском костюме. Да, в долганском костюме, она чисто в таком долганском костюме. Но это собирательный образ. Позировала молодая девушка, ее зовут Евдокия Туприна. Она была на открытии. Очень удивили зрители с этим, потому что как будто с картины сошла живой человек, и она ходила, угощала строганиной. Герои картин сошли, да? Да. Ну, как вам сказать, ну, многие вот мои земляки сразу сравнивают, портретное сходство есть ее или нет. И, ну, самое главное, это же всегда. Ну, да. Ну, не похоже, говорят. Но на самом деле это собирательный образ, потому что какого именно типа долганки, да, они белолицые, большеглазые и, ну, похожи на, ну, сахаляров, да, вот, сахаляры же говорят, вот здесь сахаляр. Похоже, но это не сахаляры, это они вот такой метисы, которые веками, ну, наверное, создавался. Вот, да, так складывалось, да? Складывалось, да. Потому что я помню стариков, которые в нашей деревне совершенно такими, ну, по нашим понятиям, как блондины, да, вот такие старики были. И голубые глаза у некоторых было, да, вот. Это раньше, когда вот они, видимо, осваивали эти земли. Что еще мне интересно, отец с матерью не знали другого языка, там же эвены живут в основном. Эвенки, то есть эвенки. Оленёкский улус, например, рядом эвенский, да. Сейчас Долган Эвенский называется, Эвенкийский. Эвенкийский район сейчас, да. Но они не знали языки этих народов, потому что, видимо, их сородичи не говорили на этом языке. Поэтому они больше говорили на якутском, да. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с Юрием Васильевичем Спиридоновым. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу в прямом эфире программу «Якутск сегодня». И сегодня гость студии, народный художник Якутии, заслуженный художник Российской Федерации Юрий Васильевич Спиридонов. И поводом для встречи это 70-летний юбилей художника. Юрий Васильевич, вот вы после окончания Ленинградского пединститута, да, имени Герцена приехали в Якутск. И вот, когда была ваша первая выставка и вообще когда вы начали, когда писать вы начали картины? Ну, и рисовать, конечно, я начал, как все говорят, как я себя помню, все с детства, да, когда я вот уже целенаправленно поехал поступать в художественный факультет Ленинград уже после окончания школы 10 класса. Но до этого у меня не было ни художественного училища, ни художественной школы. И, так сказать, сразу вот сам готовился, конечно, уже 6-7 класса я уже готовился сам поступать в вузы художественные, выписывал журнал «Юный художник», потом выписывал краски из тульской вот, базы Посылторга, масляной краской. Я уже в конце учебы, окончания школы, я уже писал маслом. У вас учитель рисования был хороший? Не было. Вообще не было учителя рисования. Один Георгий у нас преподавал просто. Он меня вот, говорит, вот Юра хорошо рисует, пусть, говорит, посмотрите у него, как он рисует. Но много, да, ну там многие рисуют в детстве-то, особенно на севере. Северяне, дети все хорошо рисуют. Вот поэтому у меня была уже подготовка внутренняя, и после школы уж сразу поехал туда учиться сам один. И это целая история о том, что как там я поступал. Совершенно даже я туда поехал, чтобы даже не залетая в город Якутск через Мирный. Через Мирный, Иркутск и Ленинград. И совсем один поехал? Совсем один поехал.
Конечно, после 10 класса это такой отчаянный шаг был. Настолько, конечно, наверное, желание было мне учиться именно художеству, поэтому поехал туда. Судьба вела вас. Да, наверное. Вот. Ну, первая выставка, это была, знаете, был такой у нас фестиваль народов Севера, это где-то 80-е или 80-е годы. Помню, здесь мы открывали эту выставку, первую мою персональную, наши вот союз художников, Афанасий Николаевич Осипов сам открывал, и были там, значит, Светлана Ивановна Николаева, министр культуры, и приезжал великий писатель, нивский писатель Санги, кстати, по его произведениям, вот это «Бегущий по краям моря», вот это создано, вот спектакль, это «Желанный голубой мой берег», его произведение. Он сюда приезжал, и на открытии выставки выступал. Я не помню, о чем он говорил, но просто интересно, фотографии остались черно-белые, как мы открывали эту выставку. Мне было где-то 30 с чем-то лет, 32 или сколько-то лет. Это первая моя персональная выставка в галерее, студенческой галерее ЯГУ. Ну и вас заметили тогда? Да, ну, с тех пор я уже и работаю. И там потом, через год-два, наверное, я стал лауреатом премии комсомола Якутии за то, что я очень хорошо выступил в всесоюзной выставке «Молодость страны». Картина моя впервые, вот «Мой путь», картина трехчастная, вот здесь на этой выставке есть эта работа. И после этого в 80-е годы мы, значит, при Якутском обкоме комсомола даже работал председателем творческой молодежи. Такое было объединение, где писатели, где были очень известные сейчас писатели, такие как, кто сейчас, вот, Наталья Харлампьева, и позже Виталий Андросов. Кстати, он мой хороший друг был, позже уже мы очень подружились. Писатель, это медик и мелодист. Да. Вот. И много друзей с тех времен, да. И потом дальше я уже начал работать. И не пропускал ни одной большой выставки, всероссийских, российских выставок. Вот. И в основном как живописец, да? Да, как живописец. Да, конечно, трудно молодому художнику совершенно вот приехать, да, и пробиться, как говорится. Конкуренция все равно, искусство – это конкуренция, все равно. Ты должен лучше всех, лучше других, что-то тогда показать. У нас что, и маститые художники да, уже были. Там была вообще очень сильный союз был. Мунхалов. Да, Осипов, Мунхалов, они руководили союзом. И, конечно, они следили за талантливой молодежью, и поддержка была. Я вот хочу сказать, что вот очень до сих пор благодарен этим двум нашим великанам, которые вот график известный Афанасий Мунхалов и живописец Афанасий Осипов. До конца жизни Афанасий Осипов меня очень поддерживал и всегда вот советовался даже. Вот, будучи таким метром, он как напишет новую картину, сразу меня вызывал. Посмотри, Юра, что, может быть, увидишь какое, не стесняйся, сразу говори. Такие были. Ну вот сегодня вот в студии тоже, дорогие радиослушатели и телезрители, посмотрите, вот картины, несколько картин Юрия Васильевича. Этюды это, да. Это этюды, это вот последние работы, да? Да, буквально не совсем последние, но это, да, вот 16-й год, где-то так, да, вот такие картины. Вот в ваших картинах очень цвет, вы обращаете внимание на цвет. Да. Ну, художник – это прежде всего, конечно, световик. Он должен видеть хороший свет, гармония света. И картины именно создаются вот за счет цвета. Это как музыка, допустим. Да? Вот трудно понять искусство ваше. Вот в последнее время я еще занимаюсь такой немножко не реалистическим искусством, а поиски, формальные какие-то вот абстрактные работы есть, да, которые тоже нравятся людям. И это мое увлечение вообще с молодости, когда еще будучи студентом, делал такие работы. Но они сильно популярны не были раньше. И сейчас вот уже в возрасте я уже допускаю, что можно показывать, что ты умеешь, что ты можешь делать, да. И вот на открытии очень хорошо сказала Ольга Скорикова, сейчас председатель Союза, что Юрий Васильевич, когда мы были молодые художники, показывали тут какие-то экспериментальные работы, и наш, говорит, критиковал московский, там критик или художник, который приезжал, а Юрий Васильевич доказывал, что это искусство, которого надо понимать. Вот. Поэтому, видите ли, диапазон очень большой изобразительного искусства.
людям кажется, что если она сделана как фотография, это здорово сделано как фотография. Да? Похоже. Даже вот похвала такая есть для простых людей. О, как фотография прямо сделана. Ну, для настоящего хорошего художника такая хвала, наверное, наоборот, плохо. Наоборот, обидно, конечно. Это... Поэтому художник, когда он пишет, что-то создает, он всегда пропускает через себя. Должен он какие-то свои переживания передать. Да? Вот насчет абстрактного искусства люди говорят... Юрий Васильевич, у нас телефонный звонок. Найдите наушники, оденьте. Алло? Алло. Здравствуйте. Добрый день. Это я поздравляю народного художника Спасибо. Васильевича. Ага. Это, конечно, вот мои родители тоже жили на севере, ну, в одно время. Ага. И как раз Юрюнхая. Землячка. Ага, Юрюнхая. Но моего отца звали, ну, его сейчас нет, конечно, Сантаев Иннокентий Кононович. Там, наверное, может, кто-нибудь-то помнит. Ну, в газете там все такое там бывает про него. И вот как раз моя мать тоже рассказывала, что долганы жили в этих Тордох, да? Да. Ага, и моя мать даже удивилась, что она думала, что это какие-то венки, да? А оказывается, якуты. Потому что одна вот женщина вышла из Тордоха и что-то начала браниться на своего мужика и говорила: «Эбетчи талдын, бербул хаңнаттын». А потом у них был сын, он чем-то провинился, и отец за ним погнался. А эта жена-то говорит: «Катат, кататюка, ситабатта, мягкомна». Совсем по-якутски они говорили. Еще вот про моих родителей они говорили: мы саха, а вы это самые якуты. Вот так вот. Саха себя долганы называли, наверное. Да, ну, раньше вот... Спасибо за звонок. Раньше вот даже этих из красноярских писали, ну, в паспортах написано было Саха. Еще до образования Республики Саха мы еще тогда не называли. Да, мы тогда якуты были. Да. Но вот насчет Эвена. Эвены в основном это очень огромная территория, очень интересный этнос и влияние культуры очень большое. Эвенки? Да, эвенки. Эвены и эвенки, да. Эвенки вот больше даже вот Амурской области вот живут, а эвены вот Якутии, вот Верхоянск, там вот эта территория. Вот. Ну, эвенки очень... тоже у нас в Алдане живут, в Оленёкском улусе. Да, Алдане, Оленёкском улусе. Но языки, к сожалению, теряют. Вот языки, проблема языков сейчас тоже очень стоит. Серьезная проблема. Ну, как вам сказать, отец мой, когда меня хотел хвалить, как очень такого быстрого, ну, человека, который вот, ну, ловкого, да, как оленевода. О, Томус Минолом Томусович. Он выше ставил себя эвенов. Выше ставил. Это великий народ, который, ну, умеет больше, чем я, типа, да. Его хвала была такая. А потом многие же обижались за слово Томус. Да. Обижались. А для моего отца это было хвалебное слово. Я помню, когда маленьким был, да. Томус Олата очень такой крепкий, быстрый человек. Вот, типа, он так хвалил меня. Вот в каком состоянии сейчас искусство находится? Ну, вопрос очень сложный. Сейчас вообще период времени очень трудно представить. Вообще в целом сейчас какое-то такое во всем мире ничего нового я не вижу, что создавалось, да. Сейчас вот говорят актуальное искусство, очень популярно актуальное искусство. Это искусство, которое показывает, ну, действия разные, да, через перформансы, через объекты. Ну, как вам сказать, это не все рисуется там. Можно объектами, разными этими вещами. Я помню, первое такое актуальное искусство, выставку делали в Эрмитаже, допустил Петровский, что в залах Эрмитажа
сделали такую шедевры актуального искусства. Там были куча мусора еще на полу, да, около картин Рембрандта, допустим. И народ возмущался. Как так сочетать можно, как нельзя? Ну, конечно, мудрый человек и директор Эрмитажа, он говорит, это пусть люди видят, это явление времени, искусства. И оно все равно из этого искусства какие-то единицы останутся как шедевры мирового искусства, понимаете? Поэтому трудно судить сразу, вот, срубить все это. Это плохо, это хорошо. Вот. И бульдозером, да? Да, бульдозерное время. Да, эти художники стали потом идолами вообще. Вот, нонконформисты. Да. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся и продолжим наш разговор с Юрием Васильевичем Спиридоновым. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. И сегодня гость нашей студии заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Якутии Юрий Васильевич Спиридонов. Юрий Васильевич, вот мы говорили как раз о творчестве, об искусстве, говорили, да, об актуальном искусстве. Вот в каком состоянии сейчас вот изобразительное искусство вот у нас в России и у нас в Якутии? Ну, сейчас я бы не сказал, что застой, да, художника работает все равно, но такого всплеска, что какие-то интересные акции, интересные какие-то выставки пока не происходит, потому что такое время сейчас. За рубежом тоже не намечается сильно таких выставок, да. Я слежу через интернет. Раньше я видел все большие выставки, которые проходят в Германии, которые проходят и в Париже, в Лондоне, какие выставки проходят и какого уровня работы. Вот. А Якутия – это часть федерального вот этого нашего дальневосточного объединения Союза художников, да, Дальневосточный союз. И мы как бы отделением Союза художников России являемся. Ну, для дальневосточников Якутия, художники Якутии, они очень в хорошем счету, и всегда их работы пользуются большим спросом и хорошей репутацией, больших выставках. Вот Дальний Восток выставка будет скоро тоже. Это через каждые 5 лет мы организовали Советский Дальний Восток, раньше было, а позже уже Дальний Восток, когда вот после Союза как распался. И там мы с своим коллегам общаемся, знаем, кто на каком уровне, как работает. И я сейчас смотрю тоже, какие выставки проходят в Владивостоке, Хабаровске, да. Ну, на одном уровне, я бы сказал, да. Очень жаль, что ушли великие художники от того периода, когда вот расцвет искусства вообще России, я считаю, это середине 60-х годов, и 60-е, 70-е годы, когда вот работали такие мастера, как из Якутии, если взять это, Валериан Васильев, Афанасий Мункалов, Афанасий Осипов, Эллей Сивсев, график очень известный был, и Владимир Карамзин, это мой хороший знакомый график, уникальный человек, и сколько он работ интересных создал. И в российском масштабе тоже, если взять, очень много известных, конечно, художников, которые в этот период создали. Сейчас вот новое поколение, к сожалению, я бы сказал, что таких ярких, прямо таких работ мало видим. Это последние годы я много раз ездил в Китай, и там Дальний Восток очень сотрудничает с китайскими музеями и коллекционерами, и мы общаемся очень хорошо. И там лучшие работы, конечно, забирали китайцы, они покупают, да. У меня много работ купили. Как раз в этот период вообще ни одной покупки вот нашей республики не было, да и у них вот, в Дальнем Востоке тоже не закупается. А это жалко, потому что эта история, художник не вечен, и годы идут, и самые лучшие годы он создает свои произведения, они остаются в семье или где-то потом уже как бы теряются. В частных коллекциях могут быть. В частных коллекциях могут быть, но частные коллекционеры, их очень мало. Вот по Якутии я даже не могу назвать даже своих 5 пальцев, чтобы кто хорошо коллекционирует. Раньше были
был такой строитель Тютюнников, он несколько картин якутских художников купил, помню, в свое время, и мою одну картину он купил. Вот. А в Москве есть, конечно, коллекционеры. Вот. Вот недавно у нас был закуп картин в Национальном художественном музее. Ваши какие картины там? Ну, к сожалению, у меня никто ни предложения не сделал, не было ни одной картины не куплено. Хотя у меня вот больше 50 работ сейчас, ну, новых из них около десятка, наверное, висят в моей персональной выставке. И я думаю, что это свободные картины. Пожалуйста, если есть коллекционер, интересуется, пусть покупает. Да, дорогие друзья, Юрий Васильевич, да, вот эти картины ваши в свободной продаже. Да. Так что, пожалуйста, приходите на эту выставку арт-галерею Юргель. Сейчас выставка эта идет, да, проходит. Да, до конца мая. До конца мая будет, и поэтому вы можете себе выбрать любую картину, какая там есть. Вот на стоимости картин спросят сразу. Да. Почему-то люди думают, что картина очень дешево стоит. Дорого стоит. Но они чуть дороже, чем, допустим, холодильник или телевизор хороший. Но, к сожалению, художник-то он, как вам сказать, штучный товар, он не может создавать как производство, допустим, да, вот это, как дорогие машины, допустим. Машины сколько стоят сейчас? Очень дорого стоит. Они буквально 10 лет отслужат, если это здорово. 5 лет, ну, в хорошем состоянии можно держать. А картина вечно будет в семье? Да, вечно. Но, видите, еще тут разгадывать надо, стоит ли такого покупать. Это может быть вообще он ничего не стоит, этот художник может быть, понимаете, поэтому люди сомневаются, да. Поэтому раньше вот великие коллекционеры, вот Теретьяков, Морозов, да, вот как сколько картин он купили они в свое время, и это оставили шедевры мирового искусства сейчас, русского искусства, да. Меценаты он был. Да, были. И поэтому они сохранили это искусство. Сейчас вот хотелось бы, чтобы наше правительство, да, вот это именно вот закупку картин всегда он как-то почаще делал, и ежегодно какой-то акции, чтобы была. Потому что сохранить надо искусство. Очень много талантливых ребят. Сейчас вот в современном нашем союзе я бы назвал 5-6 хороших художников, которые вот картины стоило бы сейчас покупать и оставлять. Да? Может быть, купили, не знаю. Ну, сейчас среднее поколение у нас живописцев, да? Ну, могу 3-4 фамилии назвать. Есть такой хороший портретист и хороший художник Федот Макаров. Вот. Есть из Намсов есть такой Сергей. Так, фамилии. Ну, Знамцев есть талантливый такой народ. Там 3 или 4 художника, которые очень хорошо работают. Но это... там Петров. Петров, да, говорю, к сожалению, он недавно заболел, но у него тоже очень интересные картины. Вот. Есть много таких ищущих художников, которые вот сейчас работают. Но, к сожалению, есть и художники, которые только на продаже работающие, да. Но я не хочу их назвать, это тоже веление времени. Надо как-то содержать семью, надо, чтобы нигде, если человек не работает, то надо, чтобы идти на поводу покупателю, да, чтобы что нравится. Что нравится нам? У нас больше покупают, конечно, якутскую тематику. Да, это, национальную тематику. Да, ну, знаете, это может быть цены охоты, охотники, ну, утки, гуси. Рыба большая, удача. И натюрморты, может быть, особенно хорошая такая, с чаронами, со всеми этими, да. В основном такую тематику любит наш народ. Но вот, а в качестве живописи мало кто не разбирает, хочу сказать, разбираются, конечно, но это меньше всего интересует. Больше, конечно, тематика местная. Природа хорошая, конечно, всегда людей очень больше интересует. Декоративная, да? Да, скорее всего, да. Больше всего декоративная, как украшение интерьера. Да, да, вот. И есть такие работы, которые вот тоже... Юрий Васильевич, вот до конца у нас совсем немного осталось, 4 минуты, да? Вот над чем сейчас вы работаете? Вот о чем мечтаете? Какие у вас планы? Вот на данном этапе, вот на будущее что? Ну, я хочу вот дальше вот серию именно портретов и вообще сюжетных каких-то картин на северной тематике хочу продолжить свою. Особенно с моей деревни, тут есть очень известные оленеводы были. Оттуда родом наш первый герой с Оструда по оленеводству, Илья Спиридонов.
Вот, его портрет хочу писать, и много. И вот почему я вот именно портрет Долганки новый, в этой выставке выставил. Ну, серию вот именно портретов и интересных каких-то сюжетных картин, именно с быта жизни северных народов я хочу писать, да. И, скорее всего, и буду продолжать свой абстрактный стиль тоже. Это я как бы отвожу свою душу и как-то отдыхаю и свою как-то создаю свою внутреннюю мелодию, я хочу передать через эти картины. Ну вот трудно же понять музыку, да, классическую. Его описать нельзя, его просто чувствовать надо. Вот в таком же стиле и вот мои вот абстрактные картины. Вот попросим режиссеров показать вот эти абстрактные картины Юрия Васильевича вот в этом альбоме. Это альбом «Искусство России». Вот, «Искусство России», 19-й год. 19-й год. А вот это вот тоже альбом, это уже 20-й год, да? Да, вот. Ну, новый, совершенно новый. И здесь картины наших самых известных художников, таких как даже если из модных, Сафронова, например. Ну, известных академиков тут многие. Никос, это Никос Сафронов? Да, Никос тут работает этих альбомов. Вот вы еще хотели вот этот альбом показать. Да, вот 100 автопортретов художников России. Тут очень интересный проект был Союза художников России. И вот он попал небольшой мой автопортрет в молодом возрасте, первый автопортрет. И что интересно, в этом же альбоме самый молодой тоже в возрасте Афанасия Иосипова портрет попал из нашей Якутии. Вот. Ну, здесь есть работы из Сидорова, портрет Сидорова известного, да, братья Ткачева, ну, все известные художники России, 100 автопортретов попали в этом альбоме. А комиссия по живописи, как раз комиссия по живописи работала отбор этих работ. Я очень горжусь тем, что вот попал в этот альбом. В этот альбом попали. Да, вместе с Афанасием Да. Осиповым. Это большое достижение. Дорогие друзья, вот абсолютно 1 минута осталась. Вот ваши пожелания, Юрий Васильевич. Ну, хочу пожелать людям, ну, сейчас время ИСЭХа, скоро ИСЭХ, и люди в каком хорошем настроении. Я всегда там тоже работаю в качестве жюри по национальной одежде, да, и всегда мы смотрим новые изделия, новые эти. Еще хочу сказать, что весна всегда самое ожидаемое, лето самое ожидаемое для якутов, для вот народов севера. С наступлением, да, с наступлением лета. Да. Я, Юрий Васильевич, вас еще раз поздравляю с вашим замечательным юбилеем. Желаю вам успехов, удач. Спасибо. И огромное вам спасибо за то, что уделили нам время, пришли к нам на эфир и рассказали о себе. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.